Работники бюджетной сферы получили жилье по льготным условиям. Ключи от новых квартир вручили 125 семьям. Получить жилье удалось по цене ниже рыночной. Кроме этого, бюджетникам помогло государственное субсидирование. 10% от стоимости выплачены за счет республиканских средств. Дома отстроены по всем европейским стандартам, квартиры с капитальным ремонтом и индивидуальным отоплением. В жилом комплексе полностью облагороженная территория. Здесь современный паркинг, детская площадка и даже футбольное поле. Программа по обеспечению жильем врачей, учителей и работников культуры реализуется в рамках майских указов Владимира Путина. За последние несколько лет в эксплуатацию удалось сдать более 300 квартир. Впереди еще третья очередь на получение новых квартир. Кроме этого, в конце года стартует еще одна программа «Жилье для российской семьи». Квартиры по доступным ценам смогут получить многодетные семьи, военнослужащие и ветераны Великой Отечественной войны. Второй этап завершился нашего строительства для бюджетных работников. Мы исполняем майские указы, поручения главы республики, и программа довольно успешно реализовывается. Цена за квадратный метр – это 27 790. Она установлена Министерством строительства Российской Федерации для нашего субъекта. Строители уложились в эту сумму, и на сегодняшний день мы с вами на строительной площадке вручаем ключи. Глава Совета общественных наблюдательных комиссий Мария Канабих провела учебный семинар для новых членов комиссии. Говорили о том, как соблюдаются права заключенных и тех граждан, кто находится под следствием. Проблемами и задачами по этому вопросу занимается ОНК. На сегодняшний день у заключенных по всей стране есть проблемы, связанные с медицинским обслуживанием и с условно-досрочным освобождением. Помимо этого, они не всегда могут выйти на связь с родственниками. Жалобы о жестоком обращении встречаются все реже, но их пока не удается устранить полностью. В ходе семинара проводились дискуссии с обменом мнениями и практическим опытом. В Осетию я приезжаю уже не первый раз и всегда приезжаю с большим удовольствием, потому что те общественники, которые работают с правоохранительными органами, они очень много делают для того, чтобы эти люди, которые находятся в заключении, им была обеспечена определенная помощь и поддержка. И вот в Осетии это так и происходит. Общественная комиссия Северной Осетии, она делает очень много для того, чтобы помогать этим людям. Посещает РВС, посещает СИЗО, посещает колонии. И, по крайней мере, насколько я знаю, эти вопросы решаются довольно успешно. Во Владикавказе прошел показ фильма для людей с ограниченными возможностями. Картина носит название «Где ты счастье» и рассказывает о жизни 5 школьных подруг, судьба которых сложилась нелегко. Фильм адаптирован для слабослышащего и глухонемого зрителя, язык жестов сопровождается голосовой озвучкой. Это дает возможность смотреть картину всем. Инициаторами показа фильма выступили активисты общественного движения «Я помощник президента». Фильм, который снят для слабослышащих, глухонемых людей. Соответственно, мы пригласили сюда публику, в первую очередь такую подобную публику, с целью показать им этот фильм и приобщить их к обществу в целом. То есть показать осетинскому народу и людям, проживающим на территории Северной Осетии, тот момент, что есть такие люди, и их нужно ценить, уважать и помнить, что они являются частью общества. Вадим Чельдей в рамках своего творческого вечера спел песни о любви. Концерт состоялся во Дворце культуры Горского агроуниверситета и собрал полный зал. Билеты были распроданы за несколько недель до дня выступления. Чельдеев исполнил знаменитые композиции на стихи Пахмутовой, Магомаева и Бабаджаяна. А по завершении концерта популярному исполнителю пришлось спеть еще несколько песен на бис. Зрители не хотели отпускать его со сцены. Сегодня Вадим Чельдеев работает над мультимедийным проектом «Моей стране». Его участники – 20 молодых оперных певцов, ведущих театров мира. Этим составом они пройдут по всей России и исполнят произведения более чем на 15 языках мира. Однозначно выступать волнительнее дома, когда тем более в зале сидят близкие люди, а тем более степень ответственности просто намного, гораздо выше, чем где бы то ни было. Я пожелаю дамам, знаете, хотя бы на 50%, чтобы сбылось все то, о чем мы сегодня пели. Мне кажется, лучшего подарка для них вряд ли кто-то придумает, если сбудутся те стихи, которые писали мужчины о любви и про женщин.